телеканал «Грозный». Рамзан Ахматович, за время работы на посту главы республики вы собрали свою команду, и, судя по ситуации в республике, она оказалась довольно эффективной. И, тем не менее, вам не кажется, что в руководстве республики, в органах власти слишком много ваших родственников, близких и односельчан? Спасибо. Ну, а кого еще? Если не близких. Чужих, да, не подпустишь, да. На самом деле, моих родственников в правительстве двое, там, по-моему, вот, если посчитать там родственников в администрации. Ну, я посчитать там, сколько у меня родственников там работает. Односельчан, да, ну, это люди, которые были рядом Ахмад Хаджи Кадыров. Это люди, которые в самые трудные дни для нашего народа доказали, что они преданные, что они готовы отдать жизнь за свой народ, за свою республику, ради Всевышнего. Ну, самая ценная жизнь. А то, что касается, кого мы ставим, мы только по заслугам. У меня очень много родственников. У меня около 70 мужчин, которые могут работать от роду Кадыровых, которые сегодня могут работать, которые могут возглавлять министерства, полки, батальоны, там, ну, они нигде ничего не возглавляют. У меня двоюродные братья, троюродные братья. Мы назначаем на должность человека, исходя из той ситуации, которая сложилась, настолько, насколько он показал себя. Поэтому моих родственников очень мало работают. И то, если этот человек заслужил, доказал, что предан этому делу. А из села Ахмад Хаджи, это ребята, они лучшие из лучших в своем деле. Поэтому, если кто скажет, что другой лучше, чем он, я сейчас же сниму, назначу, поменяю любого, начиная с председателя правительства. Сейчас же поменяю любого. У нас министр финансов Шалинского района, там другой там министр труда тоже Шалинского района, там мэр города там Ачхаймартановского района, там, ну, с разных районов, с разных тайп, с разных видов. Я говорю, не только там мои родственники, там, и русские, чеченцы, другие разные тайпы, разных видов. Там. Мы не исходим из того, что он родственник мой или там с села. Если он заслуживает, новый назначенный, мы сняли, поменялись, отправили с нашего села министра, назначились на ура человека, министра ЖКХ. Если есть перспектива человека, если он более опытный, там, назначаем другого. Там. Раньше, когда мы тоже вот так встречались, ваш журналист тоже задавал такие вопросы умные. Я говорю, давай, приезжай, там, покажи. Там. Он только умел задавать два вопроса. И то, что он задавал два вопроса, больше ничего не понимал. Я занимаюсь вопросом, каждый человек, который там хочет работать, но он может говорить, работать не умеет там, и работать не хочет. Когда приходит там в команду, у него интерес как бы избавиться от нас. И быть сейчас в правительстве министром, это очень сложно. Найти руководителя района, валлах, я клянусь именем Всевышнего, да, это очень сложно. Невозможно практически найти человека. Сейчас люди по-разному говорят, что это нехватка кадров, там это, другое, десятое. Да, есть. Ну, любого вас можно назначить руководитель района, может, министром можно назначить. Но это не факт, что мы справимся. Поэтому у нас совсем подход иной. Поэтому мои родственники практически не работают. Мои родственники, даже мои двоюродные братья, вот сейчас вы сейчас поедете, они на полигоне.
проходит курс молодого бойца. Около 40 молодых людей. Они днем и ночью. Они только закончили лесную тематику, горную. Сейчас они их учат штурмовать, так скажем, в городе дома. И если они покажут себя там, найдем из них лучшего там, то потихоньку будем вести его. Если у него будут заслуги, то да, действительно, почему бы нет, почему его не назначат там руководящую должность, если он показал себя лучшим образом. Если я своего доверенного, близкого человека не назначу, зачем мне чужой там, зачем я буду через бинокль на него смотреть? Лучше я спокойно доверю ему там, знаешь, и буду свободно работать, и буду спрашивать с него. Легче бывает так же. А народу какая разница, кто там работает? Главное, чтобы я выполнял свои обязательства, обязанности. Это раньше было. Почему с нашего тейпа нету, почему с нашего района нету, с нашего вида? Какая ему разница, кто там будет работать? Главное, чтобы правительство работало как часы, хорошие часы. Парламент работал, муниципалитет. Главное, ведь власти сформированы для служения народа, чтобы они выполняли свои функциональные обязанности. А остальное это придумали те люди, которые там хотели развалить систему, там, знаешь, прийти к власти. Это враги придумали. Поэтому я считаю, что сегодняшняя система оправдана. Если посмотреть, там мы все свои обязательства выполняем, и федеральный центр нам дает оценки, там все положительно.